Хаикус районный администрация да Касум хрел кадатин корулуш цикизат подрядин организациярин райондин ва Касум хрен администрациярин жавабдар пешекарин совещаний клефена. Махачкаладай атанвай колукчяр чкадин пешегари эцигунар физой халарик абрух галаз алла кадавас хрен ахаляр хасва четин халарин хакиндай арадол кызвай колай сузвилерикай ачукта кыз хабардар авунда. Сакадар меселаяр веревер авурдалай гюгунис, квадхана юлдашар, татугай халар арадай ахудун патал, сафи кирдал атана. Долгой Александрович, вкратце, в принципе, мы здесь все наши точки соприкосновения определили, что нам нужно делать. Давайте мы с сегодняшнего дня под особый контроль возьмем. Объект сдаточный, у них и времени нет. Им надо тоже скооперировать все свои силы и средства, потому что это объект федерального значения, на федеральном балансе, то есть на федеральная программа, госпрограмма на балансе республики находятся все вопросы. Поэтому, Владимир вкратце, в принципе, недостатки обозначил и я тоже. По улице именно Пушкина при укладке трубы повреждена линия, действующей линии водопроводной. Для восстановления мне пришлось около 40-50 тысяч отдавать. И по улице Свердлова почти месяц там трактор сломано стоит и никаких этих нет. Больше месяца. Больше месяца. Чей трактор? Это которые работают, укладывают, прокладывают линии. Вот это Нурдина бригада, они начали где-то... Месяц уже там это ровно где этот садик, где этот школы, вообще там вообще ходить невозможно. В первую очередь надо вот это место делать. А там Дагестанская улица, в Новом поселке, вот эти моменты. Да. И Тимирхана улица, много улиц. Да. Вот оставляют эти места, берутся вот другую улицу начинают делать. Улица Лоджи вот так же, надо было вот так же, Рамазанова, Самурского, везде. Вот это параллели, вот с главой, вот представителя, один из администрации человек будет, вот это где как, вот это последователи с подрядчиками, если он в процессе работы будет участвовать, я думаю, что эффекта больше будет. Правильно, даже наоборот, чем перекидываться, они вынуждены, где-то какие-то улицы оставляют, куда-то переходить, а чтобы ее правильно направить, наверное, вот это, который представитель, конечно, то, что да, мы давайте говорили. хотя бы так, да, сейчас на завершение хотя бы вот это вот так сделаем, что представитель показывает, что если какие-то препятствия есть, чтобы он на месте решал. Если там препятствий нету, подрядчику нету смысла переходить на другую улицу, если оставляя ее. Значит, там какие-то моменты появляются, если с чем подрядчик переходит на другую. Поэтому давайте так сделаем. Мы с головой последний шаг, да? Определим те улицы, где необходимо срочно это все. Давайте. И это предложение мы вам официально в письменном виде передаем. Иной раз Каждый специалисты весь бюджет удачный, да? И нас показывали, вот здесь проходит поливная труба. Она видна, с двух концов она видна. Но снимите его аккуратно, нет, обязательно его нужно ломать. вот это факт, то, что на самом деле это нельзя делать. Это нельзя делать. Это если такие факты есть, даже подрядчикам предупреждаю, эти факты, вот, которые вы видите, если повредили, восстановить надо обязательно. Сами. А в общем, полностью по магистрали, на самом деле, от того, что она, на нее нету, на самом деле, схемы, и на нее не заложены, она проекты, которые, да, там вопросы есть, это, наверное, совместно уже как-то решать. А где вот такие факты, где есть, дайте, во-первых, им знать, если не решают нам, чтобы они сами ее восстановили. Это, который видно, где возможно, обязательно надо приходить и восстанавливать сами. В последнее время вот этот экскаватор копает, вот прокладывает эти линии. Там контролирует никто, только один экскаватор стоит, копает. Там задевает трубы. Надо же человека поставить, чтобы контролировать. Если такие факты говорят, надо не возмущаться, надо к этим вопросам вернуться и проверить, и довести до правильного конца. Я сообщил ему тоже. Да, обязательно надо. И у нас, который сейчас, вот, то, что мы создали, давайте эти вопросы, каждый раз ни главы никого не отвлекать, давайте в группе будем обсуждать и реагировать на этот момент. Давайте, это пусть будет предварительное обсуждение, неделю раз в телефонном режиме или так будем общаться. Да. По возможности, в любом случае, мы должны ноябрь, декабрь сдать этот объект, нам придется усилить нашу работу, мобилизовать все свои силы и средства, нам тоже нельзя оставаться в стороне.
Это благое дело делается. Мы мечтали об этом, чтобы воду в Касымкенте бесперебойно, чтобы подали, качественную воду. Вроде бы все, магистраль завершается, водопровод Сардаркен-Дарпуш-Казмаляр уже практически завершили. Сейчас идет работа по наладке очистных и так далее, и так далее. Осталось только подвести воду для Касымкента, то, что вы сейчас завершаете. Завершаете резервуары, завершаете работы, завершаете неучтенные улицы, они все должны, ни одной улицы не должно оставаться так же. Да. Мы дополнительно тоже нашли подтверждение с вами, Даксельхозстроем и правительством, дополнительные финансовые средства тоже выделяются на завершение этого объекта. Проект, к сожалению, старый, слабый, в 2013 году был принят, разработан еще в 2011-2012 году. К сожалению, требования поменялись, сейчас другие требования. В любом случае, нам эти вопросы надо решать, чтобы избежать социального напряжения. А социальное напряжение есть, я вам честно скажу. Куда бы ни пошли, очень много недовольных, вроде благое дело делаем. За последние годы Касымкент практически на 30-40% улицы асфальтированы. Я понимаю, люди привыкли к удобству, к чистоте, порядку. Они забыли те времена, их понять можно, забыли те времена, когда они ходили под дождем, по грязи, по этому. Но сейчас хотят удобства. Я все понимаю. Мы призываем людей проявить терпение, подождать месяц, 2, 3, 4, что этот объект завершится. Эти все не забудутся, но люди хотят жить комфортно. Я понимаю, ситуация непростая по всему Дагестану. Эти дожди, уже 14 дней они идут беспрерывно. Что творится в Махачкале, вот вы только с Махачкалы приехали, что творится в Измирбаше, в Дербенте, мы все прекрасно знаем. Но это не причина, чтобы нам в своем селе не навести порядок. Есть эти моменты, мы не будем на этом останавливаться, эти улицы Свердлова, Тимирханова, там Дагестанская, Пушкина, там еще эти улицы есть, они вам сегодня будут переданы. Это очень хорошее дело, то, что вы подготовили такую WhatsApp-группу, туда должен входить и представитель местной администрации села, и представитель ответственный по УКСу. Да, реагируйте. Я попросил бы, Роберт Владимирович, ежедневно мне докладывать. Есть план производственных работ, вы это лучше меня знаете, я не специалист, вы специалист. Есть технадзор. Приглашайте технадзора, мы технадзор, мы все жители района, села, мы технадзор. Объекты, мы просили до 1 сентября все социальные объекты дорогу завершить, но не сделали. Это тоже неправильно. Те улицы маленькие сделали бы сейчас, а вот эти главные артерии надо было сделать еще летом. Люди говорят, летом куда смотрели, спали. Я понимаю, у вас тоже проблемы были, технические проблемы были передачи Даксельхозстроя правительству. Там создали отдельный отдел. Буквально 2 месяца были трудности с финансированием. Конечно, не просто так строителей удерживать. Там текучесть, мы все понимаем. Мы сегодняшнюю ситуацию все понимаем. Но в то же время прошу понять нас тоже. Меня, вот как главу района, прошу понять нас тоже. Прошу отнестись к этому как к своему родному, как к себе домой вы это делаете. Это очень важно. Я понимаю, вы нашли общий язык с населением, люди вас благодарят, люди рабочих без внимания не оставляют, где-то чаем, где-то горячей едой кормят. Нигде вы противных, негативных, там, чего-то не услышали, там были какие-то ситуации, связанные с дорогой, когда они просили рыть там, а не там, выбрали, решили так. Какие-то моменты были, но они решаются. У нас люди законопослушные, очень положительные, но они требуют от нас и с обостренным чувством справедливости, и требуют от нас тоже справедливого подхода. Прошу понять. Давайте WhatsApp это очень хорошо, умная, хорошая идея. Организуйте. Прошу проверять план выполняемых работ. Я понимаю, мы не имеем права вмешиваться туда, но чисто по-человечески, в качестве организации помощи, технадзором. Роберт Владимирович, обозначьте ответственного. Пусть он будет с нашим, пусть наш представитель будет с представителем заказчика, и вместе организуйте эту работу. Сейчас же определите все недостатки, запротоколируйте, представьте заказчику все недостатки и реагируйте каждый день. 3000 домов, около 3000 домов. Ну, главе сельского поселения нам приходится тоже совместно с жителями. Если мы так посчитаем, где-то около 1 000 000 рублей они свои средства потратили. Обрыв трубы, там, пригласили мастера, ему надо деньги заплатить, этот кусочек. Понятно, люди тоже из одного домовладения идут по 5, по 6 водопроводных линий, водоотведение идет в сад.
Я понимаю, но в любом случае пригласить соседей, сказать, где у вас центральные артерии проходят. Давайте мы вместе, выйдите тоже. Я вот был недавно на Соболезно, смотрю, люди сами организовали чистая улица. Вроде такое ощущение, как будто там вообще ремонт не проводился. Сами нашли гравий, посыпали, убрали все лишнее. Где мы были на Соболезно? Сами организовали. Да. Есть такие улицы, где сами делают, а есть улицы, где живут бедные, где немощные, малоимущие. Им надо помочь, оказать содействие, где невозможно трубу поменять, самим нужно поменять. А что делать, ребята? Но по-другому нельзя. Давайте так относиться к этой работе. Им изначально была такая задача поставлена, и в дальнейшем тоже будет так же. Нами, действительно, подрядчиков, здесь представители именно местного суда назначили для того, чтобы это и перед ним задачу ставим и только качественно, только до конца добросовестно выполнять, чтобы в этом работать. Нашей другой задачи нет. Спасибо за понимание. Я думаю, ситуация поменяется. Чисто по-человечески я вас прошу обратить на эти проблемы внимание.